Қайырлы құрметті әріптестер, бүгін біз жүргізіліп жатқан жұмыстар мен мектептерді компьютермен қамтамасыз етуге кемшіліктер туралы жиналдық. Осыған байланысты мен бірнеше бағыттарды тыңдағым келеді. Как я уже говорил, мы собрались по поводу проводимой работы и недостатков в обеспечении компьютерной техники в школах, уважаемые коллеги. В этой связи я хотел бы несколько регионов заслушать. И, как вы знаете, оперативно правительством были выделены средства, министерством оперативно в МИО для закупа компьютерной техники. Мы передали их вам, чтобы быстро провести конкурсы. Специальной комиссии межведомственной была дана возможность вам закупать вне конкурсных процедур МИО. Более того, мы совместно с Министерством цифрового развития, с Атамикен, IT-компаниями разработали минимальные требования, чтобы повысить качество компьютерной техники и не было разнобоя, который раньше существовал в системе образования. Вы не раз об этом слышали. В этой связи мы требования такие дали. Само министерство в закупках, как уже не раз мы отмечали, министерство не участвует. Министерство МИО, акиматы закупали вы сами. Все условия для этого мы для вас создали. Более того, министерство летом, еще в августе месяце, были направлены соответствующие письма о том, чтобы привлекать комиссию по отбору поставщиков, техники компьютеров, это специальные мониторинговые группы, антикоррупционные службы, общественность, и чтобы конкурсы проходили прозрачно, с освещением СМИ и так далее. Но главный вопрос, который у нас всех в конце интересует, это сервис, это качество поставленной техники и сроки поставленной техники. Безусловно, в начале задача, поставленная руководством страны, была выполнена совместно с вами, да, 500 тысяч компьютеров мы поставили к 1 сентября, но можно было поставить еще больше. Мы прекрасно понимаем, что во всем мире такой дефицит техники испытывают все страны. Казахстан не стал исключением, но тем не менее давайте мы вернемся сейчас к вопросу о том, какую работу регионами проводится, потому что мы по мониторингу видим, что есть ряд рисков, которые сегодня у нас имеются. Это сроки, где-то появляется информация, что некачественная техника где-то, возможно, поставляется. Вот. Поэтому давайте несколько регионов послушаем. Вот по Алматинской области, да, мы на одном из аппаратных совещаний вопрос этот уже поднимали, что были риски о том, что, возможно, с обслуживанием и с нелицензионным программным обеспечением у нас могут возникнуть. Пожалуйста, какая работа Алматинской областью проведена? Здравствуйте, Рустем Айдарбекович. Это Араб Пименлубаев, директор ЦИТа при управлении образования. По лицензионному программному обеспечению мы запросили у всех поставщиков официальные письма от дистрибьюторов и заводов-изготовителей о лицензионном программном обеспечении. А насчет сервисного обслуживания, у каждого из поставщиков есть свои сервис-центры в городе Талдыкурган и плюс в городе Алматы, то есть будут обеспечены сервисным обслуживанием эти регионы Алматинского региона наших районов. И плюс в Талдыкургане будет сервисное обслуживание именно отдаленных, как Алакольский район, Сарканский район и так далее. То есть сервисное обслуживание и устранение дефектов будет происходить в размере 5-7 дней, ну, возможно, даже раньше. Из поставленной техники у вас есть уже техника, которая некачественная, которую вам приходилось возвращать? Потому что министерство давало требования о том, чтобы вся техника была на гарантии. В случае поломки ее оперативно меняли. Что вы делаете? Да, у нас были такие моменты, не то чтобы некачественные, были, получается, бракованные ноутбуки,
там были заводские браки, к сожалению, и это имело место быть, да, мы это признаем. Но при проверке нами, прежде чем принять, когда мы все эти ноутбуки проверяли, у нас из того, что мы имеем, да, на сегодняшний день вышло всего лишь 50 браков, которые уже были заменены поставщиками. Сегодня вся техника у вас, которую вы вот в рамках резерва закупаете, она соответствует тем требованиям, минимальным предложениям, которые… Да, всем требованиям, минимальным требованиям Министерства образования, которые вы вот спускали, да, до нас, получается, они все были не то чтобы соблюдены, они были превышены. И плюс очень большое даже значение было у нас уделено именно и процессорам, то есть чтобы они были по CPU соответствующие. Эти моменты тоже мы учли и проверили. Угу. Сегодня больше 400 тысяч детей в Алматинской области, да, у нас почти 500 тысяч. В основном это в регионах, тоже в сельской местности, поэтому большое внимание нужно уделять именно обслуживанию. 5-7 дней, я думаю, это не так Нет, быстро. Артем Айдарбекович, насчет именно Алматинского региона, там будет даже 3-5 дней. 5-7 дней это у нас отдаленные регионы, как Раимбекский район, как Алакальский район, это у нас очень отдаленно они находятся, поэтому мы в таком среднем диапазоне, и то поставщики стараются побыстрее заменять эти ноутбуки, и компьютеры, и планшеты. То есть все стараемся своевременно, чтобы воспроизводили поставщики. Каждая техника должна быть каждому ребенку, как министерство поручало, привязана. Сейчас эта работа медленно, смотрю, двигается. Эту работу, пожалуйста, ускоряйте. Каждый компьютер должен быть конкретному ребенку привязан. В НУБД соответствующие требования мы дали, нужно их исполнить. Да, мы сразу же даем указания школам, чтобы они давали инвентарные номера и уже раздавали детям, и эти инвентарные номера, чтобы были в НОБД. Отрабатываем это каждый день. Хорошо, Ахмед. Актюбинская область. По технике. Какая работа у вас проводится? Здравствуйте, Рустам Айдарбекович. Талгат, у нас по планшетам все планшеты пришли, 2999. Также компьютеры пришли, 3314. На сегодняшний день у нас до 20 числа поставщики обещали поставить полностью все ноутбуки. На сегодняшний день мы более 6 тысяч приняли. Остаток они обещают на следующей неделе до конца все довести. Касательно программного обеспечения, мы написали письмо поставщикам и представителям Dell. Поставщики нам предоставили от завода-изготовителя письмо о том, что у них лицензионное программное обеспечение. Также мы запросили по компьютерам полностью все документы. Они уже нам прислали официально бумагу в конверте о том, что полностью все лицензии. По планшетам у нас с 2999 где-то, наверное, порядка 15 планшетов были сразу бракованные. Их на месте сразу заменили при проверке. Теперь при проверке, но нельзя допускать, чтобы детям уходили бракованные, и потом вы выявляли. Нет, Рустам Айдарбекович, мы когда… сразу. Акимат должен принимать компьютеры, сначала проверять, а потом только выдавать. Это очень важно. Потому что вот по Актюбинской области буквально где-то месяц, 3 недели назад стоял вопрос по качеству ноутбуков, там, программному обеспечению. Это что за компьютерная техника была? Она в рамках резерва разве закупалась? Да, в рамках резерва, который закупался. Местного бюджета и резерва. Из местного бюджета вы покупали 2-3 года назад технику, на которой стоит нелицензионная Windows. Из-за этого очень много нареканий. Вот специальный мониторинг групп, они же нам тоже дают информацию, докладывают. Вот это вот в рамках резерва, который правительство выделено, не должно быть вообще. Понял. Мы, Рустам Айдарбекович, на месте сразу проверяем. Мы, получается, они на склад сгружают. Мы сразу едем, берем с собой несколько, допустим, там, десятков айтишников и на месте все включаем, проверяем. Гарантийное обслуживание 1 год должно быть. Гарантийное обслуживание у нас 36 месяцев включили мы в технической спецификации. 36 месяцев. Получается, планшеты, и которые вот ноутбуки мы принимали, с ноутбуков у нас порядка там где-то 50 тоже было, с зарядными устройствами проблемы. Их сразу вернули на месте же. Хорошо. Так,
Кустанай. Кустанайская область. Да, Рустем Айдарбекович, ассаламу алейкум. У нас, получается, 15 222 компьютера было выделено. Из них, получается, на сегодняшний день 8384 компьютера доставлено, 55%. Компьютеров в комплекте полностью 1584, 2052 планшета тоже в полном объеме. Вот на этой неделе, думаем, до конца недели обещают поставщики доставить 6800 ноутбуков. Что у вас там с качеством техники? Почему вот та техника, которую вы частями сейчас получаете, к ним вопросы возникают у населения? У населения у нас вопросы не возникает, потому что эти компьютеры мы еще не выдавали. Первая партия, которая была, мы их выдали, полностью проверили. Здесь вот по планшетам, которые, по ноутбукам, ну, мы проверяем полностью, то оборудование, которое не соответствует, мы его назад возвращаем, в принципе, нам на замену привозят. Как бы вопросов не было. Как быстро они реагируют? Ну, получается, вот в этой поставке, в среду они привезли, у нас 14 брака вышло. В этой поставке вот на четверг планируют привезти сразу с заменой. Ну, как бы проблем таких не было. У вас Кустанайская область одна из таких больших областей, где очень много малокомплектных школ и сельских школ. Как вы будете, как компании будут технику там обслуживать? Какие компании там работают? ИКТ? Или они не имеют опыта никакого? Нет, у нас получается же обслуживание, вот 3 года гарантии сейчас. Вот АТЭК у нас поставляет и завод Кирова. Ну вот они будут и обслуживать то, что если какой-то брак, что-то произойдет. С АТЭКа мы вот отработали, помните, с вами тоже подключали связь. Там, когда вопросы возникали, как бы, в принципе, все отработано. 4 отечественные компании поставляют. Они, благодаря поддержке правительства, сегодня большой заказ выполняют. Там порядка 7 тысяч, по-моему, да, или 12 тысяч компьютеров. Это большой объем для них. В этой связи вы тоже должны с них требовать, несмотря на то, что они отечественные, наши, требовать качества, чтобы они оперативно обеспечивали гарантийное обслуживание техническое, а не забирали и потом там месяцами вам возвращали технику. Потому что, коллеги, вот первая четверть завершилась, а техника до сих пор поставляет. Очень много вопросов к срокам. Вот. У кого-то есть вопросы по техническим характеристикам компьютеров? Регионы есть что еще, кто хочет добавить, как у них работа ведется? Рустем Айдарбекович, Қызылорда, Авзара Бақтыбаева, Намазғыт. Енді бұл жерде айта өтсәлематсыз. Біз айтып өтсек, бізде толығымен қазір келіп болды, 22870 компьютер 100% келіп болды. Біз енді тех характеристикасы улучшенный, яғни жоғары деңгейде келіп жатыр. Бізде замена жасатып, бірден уақытылы солай алдық. Қазіргі таңда бізде 10 мың кеше соңғы келгенді, басқасын таратып болдық, 13 мыңын қалғанын біз қазір тексертіп жатырмыз. Бізде мемлекеттік сараптама маманы бар, арнайы сол кісіге қорытындалып, сол кісінің заключениесімен қабылдап жатырмыз. Толығыменен 2-ші тоқсанда қалған 9300 бала алады, жалпы 39562 балада бізде осы компьютерлік құрылғы қажет болатын, қазіргі таңда 2-ші тоқсанға толығыменен қамтылады. Жақсы. Енді тізімде және акт бойынша шығару, әр компьютер, әр оқушыға нету керек, қосу керек. Мысалы, НУБД-да қазіргі таңда бүкіл ақпарат жоқ. Енді Қызылорда облысы 100% бітірді, өте жақсы ақпарат, жаңалық, бірақ енді НУБД-ға енді қосу керек. Түсінікті, Рустем Айдарбекович. Еще раз я хотел отметить, прием, за прием техники, коллеги, вы отвечаете головой. Не раз уже мы на аппаратных совещаниях это рассматривали. Это государственные деньги. Никогда такого большого наплыва покупки техники действительно не было, но
за каждый компьютер отвечать головой. Гарантийное обслуживание, качество должно быть. Мы можем, конечно, сделать оговорку, что пандемия, что где-то техника, там, логистика завершилась, но на это вы на поставщиков смотреть не надо, нужно с них требовать. Все механизмы, которые у вас есть, коллеги, все использовать, потому что четверть закончилась, новую четверть начинать, новая техника должна поступить. Остатки завершайте, на качество смотреть еще раз. Потому что, еще раз, МОН не покупает технику, покупаете вы, и отвечать вам за качество этой техники. Так что максимально прозрачно проводите, привлекайте СМИ, привлекайте мониторинговые группы. Все условия со стороны министерства в лице правительства были созданы. Если нет, больше некому нечего добавить, давайте, коллеги, тогда завершим. Долго времени отнимать не хотел бы, но вот основные вещи еще раз хотел бы с вами обсудить. Качество, гарантии и сроки. Мангистау, можно сказать слово? Да, слушаю. Мангистау. Саламатсыздар ма? У нас сейчас поставляет компьютер компания Logicom, уже все выставили, уже предоставили. Но у нас проблемы сейчас, вы сами знаете, это показ интерсервис, это ноутбуки и планшеты. Теперь мы на той неделе давали вам отчет, что к нам прибыло плюс 6921, плюс 7000. Но когда мы проверили, наши айтишники проверили вот эти 7000, там оказалось, там нет офисной программы. Поэтому наши ответственные лица сейчас возвращают эти 7000 этих ноутбуков, чтобы они нам предоставили в качественном виде, чтобы все было там залито туда, все программное обеспечение. Проверяйте. А мы до сих пор даем вам, да. Но мы считаем, что это прибыло, потому что он уже в городе, они сейчас сидят там сами, программы свои вот эти проверяют сами тоже поставщики. Нет, алдымен но мы это включили, что... Да. Значит, сначала проверяйте, но мы как прибыли, сразу мы... Проверяйте, возвращайте. Нет, Рустем Айдарбекович, мы как он прибыл, да, но он как прибыл, мы сразу вам отчет дали. Как раз в тот день вы спросили, там сколько там, мы сразу ответили, что там нам еще 7388 прибыло, и мы итого 4309 вам дали. Но сейчас 7000 мы возвратили, чтобы они нам в течение недели предоставили в качественном виде. Но хорошо, мы это включаем, что они нам предоставили. Хорошо, до конца недели тогда обновите информацию. Вот каждый регион, каждый компьютер также проверяйте, и чтобы было качественно, потому что очень пристальное внимание к этому вопросу. Так что давайте не подводите. Енді сұрақтар болмаса, көп рахмет, аман есен болайық, сау болыңыз.